Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Программу жилища могут продлить еще на 3 года. Репортаж заседания Кабинета министров. Союз журналистов Абхазии провел круглый стол, посвященный 65-летию со дня рождения тележурналиста Даура Инапшба. Управление образования администрации города Сухум подвело итоги городской предметной олимпиады среди учащихся столичных школ. Правительство рассматривает возможность продления программы жилища на 3 дополнительных года. В рамках программы планируется выделить 180 миллионов рублей, что составляет 60 миллионов рублей ежегодно. На заседании правительства, которое прошло под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба, обсуждалось более 40 различных вопросов. Члены правительства приняли отчет об исполнении республиканского бюджета на 2024 год. Документ представил исполняющий обязанности министра финансов Саид Губаз. Исполнение государственного бюджета по доходам составило 15,7 миллиардов рублей, по расходам 16,2 миллиарда рублей. Дефицит 530 миллионов рублей. Финансовая помощь Российской Федерации 3,7 миллиардов рублей. Собственные доходы за 2024 год составили 12 миллиардов рублей, что на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году. Исполнение республиканского бюджета за прошедший год составил 11,6 миллиардов рублей. Объем поступлений собственных доходов 7,9 миллиардов рублей. В отчетном году собственные доходы республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 1,8 миллиардов рублей. Темп роста по отношению к 2023 году составил 30%. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба отметил рост налоговых доходов. Этому способствует не только слаженная работа ведомств, но и ежегодный прирост ВВП, что дает существенное накопление. Несмотря на уровень инфляции, несмотря на покупательную способность, все равно рост доходов имеет достаточно устойчивую тенденцию. Если, к примеру, мы год к году, вот там собственные 33, потом общие 33, собственные там 22%, текущий год тоже нагружен большим бюджетным заданием, вот, и очень рассчитываем на то, что его исполнение будет успешным. А новые доходы нам позволят принимать важные решения, которые, еще раз повторюсь, будут способствовать общему развитию в нашей стране. Кабмин принял постановление об утверждении порядка формирования и применения ставок сборов в аэропортах. Речь идет о введении сбора за аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения. Кроме того, члены правительства утвердили ведомственную краткосрочную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год. Документ представила исполняющая обязанности министра экономики Кристина Озган. У нас предусматривается лимит финансирования в объеме 100 миллионов рублей на оказание мер господдержки малому и среднему предпринимательству, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей. Это могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, не имеющие задолженность перед бюджетом и не имеющие задолженность за коммунальные услуги. Основными критериями и условиями программы является то, что предельный объем государственного финансового содействия на одного участника программы составляет 800 тысяч рублей, из которых, значит, 80% предоставляется субсидия от государства, 20% инициатор проекта софинансирует самостоятельно. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба предложил увеличить объем финансирования программы на 200 миллионов рублей, так как в бюджете на 2025 год, принятом парламентом накануне, финансирование увеличили вдвое. В основных принципах реализации этой программы установлено, что важность и приоритетность должно быть отдана тем предпринимателям, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в административно-территориальных единицах с невысоким уровнем развития социально-экономического развития. Я так полагаю, на это, наверное, стоит обратить внимание, об этом речь шла и вчера в парламенте, поэтому тоже прошу, значит, особо тщательно к этому подойти. Ну и на перспективу, на мой взгляд, в будущем
учитывая, значит, характер и особенность такой поддержки, мер государственной поддержки, хотел бы предложить, но это сейчас как предложение, рассмотреть и такую позицию, как от лица государства осуществлять поддержку на трудоустройство молодых людей. Причем в форме такой же форме, как и реализуется программа. В форме субсидирования, чтобы вовлечь в различные сферы, значит, в различные отрасли экономики молодых людей. Также члены правительства утвердили ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2025 год. На реализацию программы выделено 150 миллионов рублей. За 4 года реализации сельхозпрограммы было рассмотрено более 1500 проектов, из них одобрено более 800. Члены правительства поинтересовались у Беслана Джопа о судьбе Чернореченского форелевого хозяйства. Форелевое хозяйство было передано в 2023 году в аренду абхазскому предприятию. Форелевых, там условия договора, конечно, немного запаздывают в связи с тем, что были и последние политические кризисные ситуации, но тем не менее форелевое хозяйство подлежит восстановлению в том смысле, что они должны были освободить все эти пруды и начать реконструкцию. Начали с того, что это предприятие сегодня провело инфраструктурные работы, то есть провели асфальт, отремонтировали ограду, восстановили некоторые административные здания. И если там работало 12 человек, которые получали независимо в зависимости от деятельности, от 10 до 15 тысяч, сегодня работают, если память не изменяет, до 22 человек постоянной работы, которые получают более 30 тысяч рублей заработной платы. Наши граждане? Наши граждане, все, конечно. Но мы ведем переговоры практически на контакте, обещают дальше возобновить восстановление этого хозяйства. Сказать, что она действительно заброшена, если пруды освобождают для того, чтобы их реконструировать, там их 5 участков, практически это первый основной участок, где у нас форель находилась. Остальные пруды, остальные участки, они намного более запущенные, заросшие, там нужны большие вливания и обещают это тоже восстанавливать. Но на сегодняшний день арендаторы немного запаздывают со своими обязательствами, но тем не менее работы ведутся и коллектив работает. Кабинет министров утвердил отчет о выполнении государственной программы «Жилище 2023-2025». На ее реализацию было выделено 180 миллионов рублей, по 60 на каждый год. В прошлом году было рассмотрено 88 заявлений, 62 из них одобрено. Из 62 семей, получивших статус участника программы, 32 уже приобрели жилье. Программу жилища могут продлить еще на 3 года. С такой инициативой правительство обратится к главе государства, сообщил Владимир Делба. Также Кабинет министров утвердил отчет о реализации межведомственной целевой программы за 2024 год развития демографии, сумма финансирования которой более 112 миллионов рублей. Правительство утвердило ведомственную целевую программу на 2025 год медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Реализация программы осуществляется на базе подведомственной Министерству здравоохранения Республики Абхазия Республиканского реабилитационного центра РРЦ, расположенного в городе Гагра. Некоторые граждане, тяжело больные, инвалиды первой группы, постоянно находятся на территории центра и получают медицинские услуги. Отделение технической ортопедии РРЦ изготавливает протезы и ортезы с 1995 года. Все пациенты обеспечиваются протезами бесплатно. Для улучшения качества жизни и полноценной интеграции в социальную сферу с 2012 года на средства, выделенные правительством, приобретаются у компании «Отто Бок» протезы и комплектующие. На 2025 год объем финансирования в республиканском бюджете предусмотрен в размере 6 миллионов рублей. Кабмин также утвердил ведомственную целевую программу на 2025 год по обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медучреждений. На реализацию программы предусмотрено 11,5 миллионов рублей. Также была утверждена программа по оказанию химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями. На ее реализацию в этом году предусмотрено 74,5 миллионов рублей. Кабмин утвердил правила определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Абхазии. Таможенная стоимость товаров определяется в целях исчисления вывозных таможенных пошлин. В положении
В данных правилах существует 6 методов определения таможенной стоимости, то есть это облегчает возможность и для участников внешнеэкономической деятельности, и для, естественно, для сотрудников Государственного таможенного комитета, то есть выбор для определения таможенной стоимости, что в итоге приводит к правильному и грамотному исчислению вывозных таможенных пошлин. Там очень много позиций, которые претерпели изменения и в сторону уменьшения. И есть достаточно большой перечень номенклатурных позиций, которые обнулились. Вот. Ну и, разумеется, есть те, которые пошли в рост. Поэтому очень предметно, внимательно надо изучить, чтобы у нас сохранился этот баланс. Невыполнение, значит, естественно, вернее, не поступление в доход таких объемов средств, соответственно, приведет к дисбалансу наших обязательств. Это тоже нехорошо. Но это же не сама цель сейчас повышать тарифы ради того, размеры ради того, чтобы только наполнить бюджет. Каждая позиция была продумана с точки зрения эффективности, с точки зрения статистических данных по обороту этих товаров. Поэтому здесь совершенно я с вами согласен в этом смысле. Надо посмотреть, что конкретно, какие группы товаров и внутри этой группы товаров, какие позиции сильно усугубили предпринимательскую деятельность. Члены правительства также установили предельную численность работников министерств и ведомств. Кроме того, будет реализован тематический план госзаказа на издание художественной и иной литературы Абхазским государственным издательством. Алика Трапс, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности министра туризма Абхазии Тимураз Хишба встретился в Москве с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии и Африки Андреем Беляниновым. Они обсудили широкий спектр вопросов, включая новый этап российско-абхазского сотрудничества, подготовку к предстоящему туристическому сезону в республике. Особое внимание было уделено вопросам в области культуры, экономики и гуманитарного сотрудничества. МИД России отменил рекомендации для своих граждан воздержаться от поездок в Абхазию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. С учетом стабилизации ситуации в республике, россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям, говорится в сообщении МИД России. Рекомендации были введены в связи с внутриполитическим кризисом в Абхазии. 15 ноября 2024 года МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических. Союз журналистов Абхазии провел круглый стол, посвященный 65-летию со дня рождения тележурналиста Даура Инапшпа. 16 марта заслуженному журналисту Абхазии, ветерану Отечественной войны народа Абхазии, награжденному медалью за отвагу, кавалеру ордена Ахтапша 3-й степени Дауру Инапшпу исполнилось бы 65 лет. Музей боевой славы имени Арзанба Союз журналистов организовал встречу его коллег, друзей и членов семьи. Присутствующие поделились воспоминаниями о журналисте, который ушел из жизни 20 января. Памятник бойцам абхазской армии Эдуарду Касландзе, Руслану Лагула и Борису Инапшпа, погибшим во время мартовской наступательной операции в 1993 году по освобождению Сухума, открыли около Верхнего моста через реку Гумиста. Они были участниками 2-го штурмового батальона «Ветерок», которым командовал Тариэл Тапагуа. За нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем в лесных массивах граждане будут привлекаться к административной ответственности. В связи с участившимися лесными пожарами в Сухумском районе в экстренном порядке состоялась встреча представителей МЧС с главой администрации Сухумского района и начальником Сухумского РОВД. Обсуждались вопросы взаимодействия с главами населенных пунктов и участковыми милиционерами для информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности. На встрече было отмечено, что в населенных пунктах Сухумского района нет пожарных гидрантов. Глава администрации района Алхаз Читанава пообещал принять соответствующие меры. У 2 жителей Гудаутского района изъято наркотическое средство. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в селе Куланархо выявлено 2 факта незаконного хранения наркотических средств.
Авицба Адамир Вячеславович, 1990 года рождения, в ходе личного досмотра добровольно указал на хранимое при нем запрещенное вещество, как впоследствии установлено экспертами, наркотическое средство метадон в крупном размере. По данному факту в отношении Адамира Авицба следственным подразделением отдела внутренних дел по Гудаутскому району по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде. Также к уголовной ответственности привлечен ранее судимый Арсали Сад Безурабович, 1981 года рождения, у которого при личном досмотре было изъято наркотическое средство каннабис. В отношении задержанного группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики. Гражданин Арсалия содержится под стражей. Управление образования администрации города Сухум подвело итоги городской предметной олимпиады среди учащихся столичных школ. Во второй столичной школе победителям в торжественной обстановке вручили грамоты и медали. Репортаж Азины Ханагуа. Для большинства этих мальчишек и девчонок это первое достижение, потому и такие нарядные. Но чтобы получить грамоты и медали, пришлось приложить максимум усилий. Учителя и родители знают толк в наградах, но сегодня победители не они. У детей свои представления, как достичь высот. Дана Тарба и Анастасия Кация, одноклассницы, ученицы 4 класса средней школы номер 3, с гордостью делятся своим успехом и высокими результатами. Школьницы нацелены на победу в республиканском туре Олимпиады. Я одну получила, я за русский язык и литературу. Я получила за русский язык и литературу и еще математику. Если честно, на подготовительных занятиях по Олимпиаде было тоже весело, легко. Но на туре некоторые дети плакали, но мне было нормально, было достаточно легко. Мне обидно из-за того, что я математику не прошла. Знаете, что было? Мне моя учительница сказала, что я не прошла математику. Я такая, ну ладно, все. А потом, когда я увидела результаты второго тура школьной олимпиады, я математику прошла. Папа очень помогал по математике, вот в плане математики папа сильно. По-русскому мама. Победители городской олимпиады школьников продемонстрировали выдающиеся знания и способности. Мероприятие стимулирует интерес к науке и образованию среди молодежи и помогает выявить талантливых будущих исследователей и ученых. Бурные аплодисменты и улыбки на лицах учеников дают еще больше мотивации для развития своих способностей и достижения новых вершин в мире знаний. Я очень рад, что я выиграл городскую олимпиаду. Я очень много готовился к ней. Ты доволен результатом? Да, я доволен результатом. А какие планы на следующий тур республиканский? На республиканскую олимпиаду надо готовиться еще больше, поэтому постараемся выиграть. Сара Дарус Гуяхуй Акаут Олимпиада Сахьяис и Табубста а математикой абсфей абхирей. Чизыхатыры Уадавин, Ахысра и Мария. И из Иркан Ахасара схудствуем нас. Мне помогала Марина Васильевна, моя учительница. Мы с ней вместе сидели и занимались. Было волнение, и я очень рада, что я прошла в 3-й тур. Я буду очень сильно трудиться и заниматься. Среди участников Олимпиады есть и те, кто стал лучшим сразу по нескольким предметам. И, безусловно, во всех этих победах велика роль тандема – родитель, педагог, ученик. Как признаются участники Олимпиады, участвовать в таком конкурсе было совсем несложно. Леона Абухба успешно занимается художественной гимнастикой, занимая призовые места. А в мире знаний это ее первое достижение. Сильного волнения у меня не было. Мне помогали в подготовке мои родители и моя учительница. Я буду готовиться, и я надеюсь на лучшее, на победу. Школьная жизнь интересная, яркая и разнообразная. Торжественная церемония собрала учеников, родителей и педагогов, которые гордятся достижениями своих детей. Это, наверное, одна из самых сложных, но и при этом одна из самых важных работ вообще в мире, которая только может быть. И мы очень вам благодарны за это. Также сам Заводное управление образования тоже очень много делает, мы чувствуем, знаем ваши усилия, старания. Я уверен, что
все то, что мы делаем, мы все вместе, и родители, и учителя, и все другие заинтересованные лица наших детей, это все, безусловно, многократно окупится, потому что дети наше самое главное, это наше будущее, это наша гордость, это наша уверенность в успехе в завтрашнем дне. Всего в этом году в городской олимпиаде приняли участие около 240 учащихся младших классов. Победителями стали 54, а в старшем звене дипломов и подарков удостоились около 120 школьников. Следует отметить, что из года в год количество участников олимпиады растет. Изменился формат тестов по родному языку начального звена. У нас изменился формат олимпиады математики. Я думаю, что с каждым годом дети волнительно, активно принимают участие. И мы тоже видим, что нам нужно достраивать, добивать на следующий учебный год. Впервые мы за 30 лет ввели предмет черчения. 9 классы принимали активное участие по предмету черчения. Есть у нас один победитель. Нам в этом направлении надо работать, потому что востребованный предмет, дети активно поступают в высшие учебные заведения, там, где всегда преподается и экзамен черчения. Хочу отдельно сказать про математику. В этом году очень хорошие, чудесные результаты показали все, кто принимал участие в Олимпиаде по математике. Намного возросло ваше желание принимать участие и намного выше результат. И хочу еще добавить, что победитель Олимпиады по математике, ученик 10 класса Хаджи Басаид, сегодня находится в городе Майкопе на Всероссийской Олимпиаде математики. Большое спасибо вашим учителям, которые подготовили. За значительные успехи в организации совершенствования учебного процесса, формирования интеллектуального развития личности и практическую подготовку учащихся грамот были удостоены и учителя. Спасибо. Победители городской предметной олимпиады не расслабляются, ведь впереди их ждет 3-й этап – республиканский тур. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 15-16 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.